Сегодня гостями проекта были школьники из Гагры. Фотографии героев Абхазии, их награды, события 90-х, ход войны, карты, военные трофеи и боевое оружие. Все это дети смогли увидеть своими глазами. Они с большим интересом разглядывали экспозиции. Нет сомнения в том, что школьники теперь с еще большим интересом будут изучать недавнее прошлое нашей страны. Мы, конечно, изучаем в школе историю Родины, но после увиденного более подробнее захотелось и детально изучить историю во времена войны. Ирине Акопян очень понравилась экспозиция, посвященная основателю современного абхазского государства Владиславу Арзанбу. Девочка хотела бы еще больше узнать о первом президенте и собирается это сделать в ближайшее время. Меня впечатлило фотографии Владислава Георгиевича Арзанбу и то, как люди отдавали свою жизнь. Нам грамотно это все рассказывается, очень интересно было. Эвелина Калинджан, учительница истории, классный руководитель 9 класса 2-й Гагрской средней школы. Из-за ограничительных мер сегодня на экскурсию приехали всего 5 учеников. Она считает, что для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма такие места посещать необходимо. Выбор наш остановился на Музее боевой славы не случайно, потому что нужно развивать патриотизм, любовь к родине. И этот музей, как никто, показывает в залах боевой славы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии наглядно на экспонатах, на фотографиях, на различных предметах, которые здесь находятся, воочию можно увидеть и дотронуться до истории. Дети под впечатлением. Здесь оружие, форма, письма и фотографии времен войны. Особенно интересна тема медицины того времени. Экскурсовод рассказывает, как и в каких условиях спасали бойцов. Благодаря вот этим предметам были спасены сотни и тысячи человеческих жизней. Вот этот вот тонометр, который ртутный, для измерения давления, он до сих пор, любой врач вам подтвердит мои слова, лучше всего измеряет давление. Никакой компьютерный вот с этими цифрами, да, и пигалками, ничего подобного близко рядом не стоит. В ходе осмотра одной из экспозиций дети увидели фотографию Виталия Попкова, воина, чье имя носит их школа, и были приятно удивлены этим фактом. Я очень рада, что оказалась такая возможность оказаться в этом музее боевой славы. Меня удивило то, что я увидела человека, чье имя носит наша школа, Виталия Ивановича Попкова. Я не знала, что здесь есть его портреты. Мы узнали очень много всего интересного про Владислава Арзанбу, что раньше не знали. Духовный рост – одна из составляющих личности. Именно поэтому такие мероприятия будут иметь положительный эффект, считает министр культуры. Гудиса Агарба отметил важность их проведения, особенно в Музее боевой славы. Наша молодежь, подрастающее поколение должны помнить, должны знать то, через что прошел народ Абхазии, должны воспитываться на примерах тех героев, о которых сегодня им расскажут в музее. И наша главная цель – это прививать любовь, уважение к родине, чтить и помнить то, что было сделано старшим поколением, для того, чтобы у нас сегодня была возможность приходить, посещать учреждения культуры, в частности, этот замечательный музей. Основная задача проекта «Культура детям» – приобщение подрастающего поколения к национальной культуре посредством проведения подобных экскурсий по значимым местам. Участником проекта может стать любой школьник. Для этого он должен написать в Министерство культуры письмо. Адрес почты вы видите сейчас на экране. Возможность экскурсии с министром получат все обратившиеся. Сима Аргун, Тимур Кугохи, Абхазское телевидение.